Старинная архитектура и урбанистические пейзажи – главные темы художника и скульптора Арсена Абибулаева. В своих работах он оживляет дома, наделяя их душой и характером. Но у каждого старинного жилища есть одна общая черта – это крымско-татарская душа. В минувшие выходные в музее Золаман в Ахмеджите открылась персональная выставка Арсена Абибулаева. На ней художник представил более 60 работ. Арсен ага, сізні Сергейлі хайырлайым. Сегодня каждого гостя поразили ваши работы и их количество. Это работы за какой период времени? Примерно это работы с 2017 плюс-минус по 2024 год. У вас есть серия работ «Эвлер». Как вообще возникла идея делать такую серию работ? «Эвлер» — это домики, это каждый домик со своей историей, так ли? Скажу так, честно, давать работы, название работам, очень сложно, потому что работ много. Серия «Эвлер», она, получается, заключает весь этот, все работы в одну такую папку. Идея таких домиков и то, что в основном в сюжете моих работ это крымско-татарские дома, это, то, что у нас оно исчезло в свое время, нас лишили этого. И когда мы вернулись в Крым, первое, что мы делали, это строили дом. С такой проблемой столкнулись 99% крымских татар. Все твои мысли закручены вокруг дома, своего родного дома. Поэтому все работы у меня, как главный персонаж моих работ, это крымско-татарский дом. В каждый домик хочется войти и познакомиться с его хозяевами, выпить чашечку кофе и погрузиться в атмосферу крымско-татарской старины. Все эти картины, они нас направляют в прошлое, а в стекле отражаемся мы сейчас здесь. И как будто мы с этого времени, одновременно мы в двух эпохах. Наше отражение и картинка с того времени. Потрясающая фантазия, идея у человека. И в металлических его изделиях чувствуется надежность, и которая дарит нам надежду на то, что все-таки наш народ выдержит и будет развиваться дальше на родной земле. Я впечатлена работами Арсена. Когда я увидела его графику, все, это любовь с первого взгляда. И я просто настолько восхищена им и влюблена в его работы, и я не могу уже остановиться, у меня там уже целый список. Много таких работ, насыщенных, пропитанных любовью к культуре, к нашему народу. И глядя на эти работы, просто окунаешься в прошлое, и не знаю, как это у него получается, я не понимаю. Художник многогранный, развивается, и мы всегда ждем от него новых идей. Они всегда очень эксклюзивные, очень ювелирные, даже можно сказать, работы. Поэтому он талант, который еще раскрывается, и успехов ему во всем. Он всегда удивляет своими работами. Меня всегда восхищало творчество Арсена ага. Я уже не первую выставку его посещаю, и с помощью различных материалов он умеет передавать суть, он умеет передавать мысль. Это может быть и полет, это может быть фантазия, это, конечно же, дома, тема сегодняшней выставки. И мне кажется, он попал в точку, потому что дом, уют — это то, что создают крымские татары, и к чему мы стремимся, и наша цель бытия. Помимо графических работ, Арсен Абибулаев представил свои металлические изделия. Например, модель старинной мечети Тахта-Джами со светильником и встроенным электронным Кораном, который воспроизводит суры из священной книги. Арсен ага и, конечно, ваши аскеры, которые покорили сегодня ваших гостей. Можно, в руки взять? Вот такой красавец, но он тяжелый. Сколько он весит? Больше 2 килограмм, где-то 2,5 в среднем. У них есть особенность, у них элементы. Да, держите сами. Да. Можно вытащить меч, поставить в руку. Можно кинжал также сделать. Оборудование, абонирование меняется, оно съемное, и можно щит поставить. Поддержать Арсена Абибулаева пришли коллеги и педагоги, которые высоко оценили труды мастера. Для меня сегодняшняя выставка Арсена – это полная неожиданность, потому что в таком объеме, в таком качестве я впервые видел. Причем без фамилии его можно узнать. У нас много графиков, и у каждого своя философия, свой стиль. И Арсен в этом плане очень большая умница, и он еще занимается малой пластикой из металла.
То есть он нашел свой материал за сравнительно короткое время, а это для художников очень сложно. Многие до конца жизни не могут себя найти. Это пример для молодых, вот, как, в общем-то, надо работать. Выставка Арсена Абибулаева в музее «Золаман» продлится еще 10 дней. Спешите посетить.